Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. В этом году реки в регионе вскроются в привычные многолетние даты. Однако это может привести к ледовым заторам. Редактировать фото под запретом. Новый регламент по выдаче и замене паспортов вступил в силу в России. Влияние пандемии или тенденции времени. Якутские разработчики выпустят компьютерную игру в жанре выживания. По информации оперштаба, за минувшие сутки в регионе коронавирус выявили у 122 якутян. Из них в Якутске заболели 40 человек. Мирнинский район – лидер по новым случаям среди районов. Там зафиксировали 30 заболевших. По 11 случаев в Алданском и Нерюнгринском районах, 6 в Усть-Алданском, по 5 в Мегино-Кангаласском и Татинском улусах. Еще в 8 районах выявили от 1 до 4 заражений. Также в республику поступило более 27 тысяч доз вакцины для профилактики COVID-19. Получили первую вакцину 13 тысяч человек, в том числе за сутки 2300. Замруководителя оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга отметила важность вакцинирования. Сегодня каждый якутянин имеет возможность получить прививку. Записаться можно через сайт госуслуг, либо в поликлинике по месту прописки. Вакцинирование проводят в Якутске и 26 районах. До некоторых улусов вакцина не доставлена в силу погодных условий, сказала Ольга Балабкина. Наиболее сложным вопросом сегодня у нас является эта доставка, которая решается, это доставка вакцины до труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. Главы муниципальных образований совместно с центральными районными больницами по-разному подходят к решению этого вопроса. Так, например, в Намском улусе доставка граждан будет осуществляться на автобусах администрации до центральной районной больницы в центр Намского улуса в село Намцы. А в Момском районе будут выездные бригады и, соответственно, в ряде других районов будет просто передача, соответственно, с соблюдением холодовой цепи вакцины для того, чтобы можно было это осуществить на первичном звене. Тем временем москвичи на улицах столицы в большинстве своем поддержали решение Сергея Собянина разрешить барам, ресторанам и ночным клубам работать по ночам. Также снято требование к работодателям об обязательном переводе части сотрудников на дистанционную работу, рассказывает Артем Сторонов. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду объявил об очередном смягчении ограничительных мер, введенных в столице из-за пандемии коронавируса. В частности, с 27 января отменяется запрет на работу с 11 вечера до 6 утра для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений. Кроме того, работодатели больше не обязаны отправлять по меньшей мере 30% своих сотрудников на удаленную работу. Теперь это требование носит рекомендательный характер. Прохожие на улицах Москвы в целом поддержали такое решение. Я однозначно говорю, что да, за ослабление, потому что уже всем надоело сидеть дома и бояться этой инфекции, на самом деле. Просто-напросто, что она есть, что ее нету. Я думаю, это не вариант дома сидеть, просто нужно выходить. Это правильный шаг в плане, пора бы уже возвращаться к нормальной жизни, я считаю, и на экономическую ситуацию в стране, и это должно повлиять положительно. Так как многие ограничения, они пагубно влияют. Я считаю, что удаленная работа – это современно, и это рановато, конечно, потому что сейчас все сидели дома, и все заново выйдут и опять начнут болеть. Это не очень здорово. За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 17 741 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это минимальный показатель с конца октября. Новый регламент по выдаче и замене паспортов вступил в силу в России. Среди нововведений более жесткие требования к фотографиям, изменение формы заявления и реквизитов госпошлин. Появилась возможность оформить на период изготовления паспорта временное удостоверение личности. Об этом сообщается на сайте МВД России. Согласно документу, не допускается никакое редактирование и художественная обработка фотографии. Запрещается приносить фото, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Если
же человек в обычной жизни постоянно носит очки, то запечатлеть себя для паспорта в них ему разрешено. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица. В этом году реки в Якутии вскроются в сроки, близкие к средним многолетним датам. Это может привести к заторам льда на реке Лени в Ленском, Намском, Кобяйском районах и пригороде Якутска, на реке Алдан, в Усть-Алданском районе, а также на реке Колыме. Все зависит от метеоусловий во время вскрытия. Об этом сообщили сегодня на научно-техническом совете по подготовке к паводку. Толщина льда на большинстве участков рек в этом году больше на 10-40 сантиметров, чем в аналогичный период 2019 года. Наблюдаются и значительные снегозапасы в бассейнах рек Алдан, Амга, Оленек, Колыма и на отдельных участках рек Лена и Яна. Чтобы паводок не был таким сложным, значит, органы исполнительной власти, федеральные, значит, мы, Ленское бассейновое водное управление, наш филиал Лена регион Ватхоз, ФГУ Центр регион Ватхоз, проводит соответствующие мероприятия по ослаблению прочности льда, чтобы перед заторопасным участком не образовался затор. Значит, для этого мы проводим зачернение и распиловку льда. Значит, где это мы проводим? Значит, на реках федеральных, которые протекают более 2 субъектов, это Лена и Колыма, мы проводим на 8 муниципальных образованиях, на реке Колыма 2 муниципальных, ну, значит, на реке Лена на 6 муниципальных образованиях. Внесены изменения в процесс налоговой отчетности предприятий. Появились льготы для физических лиц. С этого года отменена обязанность организации на представление деклараций по транспортному и земельному налогам. Следовательно, исчисления этих налогов будут вестись на основании сведений, полученных от регистрирующих органов. Также с этого года внесено изменение в предоставлении льгот. Например, от уплаты транспортного налога на 1 автомобиль освобождаются многодетные семьи. Льготы предусмотрены для организаций, которые занимаются растением и животноводством, охотой и рыболовством, а также переработкой мяса, рыбы и похожими видами деятельности. Также предусмотрены, значит, льготы по уплате транспортного налога для организаций, у которых основным видом деятельности является осуществление пассажирских перевозок на городских и пригородных сообщениях, также, значит, перевозка пассажиров в междугородних сообщениях. Также предусмотрена льгота для организаций и физических лиц на 50% от суммы численного по транспортному налогу по транспорту, который применяет именно сжиженный углеводородный газ, также углекислый природный газ. Для этого, значит, необходимо подать налогоплательщикам заявлением, подтверждающие документы. Прежде всего, это паспорт транспортного средства. 7 общественных пространств и 33 двора благоустроят в регионе в текущем году. Всего 40 проектов по благоустройству реализуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом агентству ТАСС сообщила главный архитектор республики Ирина Алексеева. Так благоустроят набережные в Мирном и Алдане, парк в Нерюнгре и центральную площадь в Удачном, сообщила она. По словам Ирины Алексеевой, особое внимание уделяется северным городам Якутии. Например, проект Верхоянский победил во всероссийском конкурсе. На благоустройство направят 45 миллионов рублей. Среднеколымск также получит на свой проект 50 миллионов рублей. Еще один проект реализует в городе Томот, где благоустроят парк. Население Якутии в прошлом году увеличилось на 12 тысяч человек. Как отметила на заседании правительства министр экономики Майя Данилова, население региона достигло отметки в 984 тысячи. В республике сохраняется самый высокий уровень естественного прироста населения на Дальнем Востоке, заявила министр. Отметим, что в 2019 году показатели были ниже почти в 4 раза. Тогда прирост составил более 3000 человек. В галерее Мирного ко дню рождения района открыли выставку. Здесь экскурсоводы рассказывают историю Алмазного края через личные вещи, картины, панно и книги известных жителей Мирного, Тасюряха, Сельдюкяра и Удачного. Наши коллеги побывали на выставке еще до открытия. Пишущая машинка, письма и фотографии Мэри Софианиди, почетного гражданина Якутии. А рядом охотничьи рукавицы и якутская утварь из Сульдюкара. На фото Анисия Иванова, жительница Арылаха. Во время войны женщина получила от прославленного полярника Папанина охотничье ружье.
В галерее Мирного эту выставку готовили с большим трепетом. Здесь каждый экспонат – личная история. И с этой историей уже познакомились тысячи жителей Якутска. Экспонаты выставляли в музее республиканской столицы. Из нее в Мирный 25 коробок с вещами вернулись совсем недавно. На выставке также можно увидеть и вот такие монеты, датируемые 1785 годом. Царские 5 копеек выглядели именно так. Также здесь представлены и кольца, крестики и кулоны. Все экземпляры были найдены на территории села Крестях или на территории реки Малая Батуобия. Они находятся постоянно в Краеведческом музее города Мирного, а подарил их музею член клуба «Коллекционеры Якутии» Рамис Наврузов. Есть на выставке и картины художников, жителей Мирного и не только. Виктор Петров в конце 50-х побывал в палаточном Мирном. Сохранился и пропуск на территорию третьей фабрики, которую запечатлел член Союза художников. А вот другой мирнинец Олег Рысаков – самоучка. Писал северные пейзажи и работал водителем. Пейзажи Мирного изображены и на ткани. Здесь представили работы юных мирнинцев, учеников детской школы искусств. Они тоже жители нашего района, и это дети наших работников города, и поэтому решила, что они тоже должны участвовать. Ну а также они выпускники нашей школы, художественного отделения. И, конечно, это не все. Кухонная утварь из бересты, деревянные резные ящики и украшения из бивней мамонта с сердоликом. Все сделано руками жителей района. Увидеть все это можно до 20 февраля в картинной галерее Мирного. Ксения Исламова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Якутские разработчики выпустят компьютерную игру в жанре выживания. А компания «Фантастик» и «Майтона» назвали проект «The Day Before». Действие многопользовательской игры с открытым миром разворачивается в постпандемической Америке, где игрок должен выжить среди зараженных людей и других выживших, убивающих друг друга ради еды и припасов. В колонии людей игрок сможет продавать добычу и безопасно общаться с другими игроками. Страница игры уже доступна в Steam. Компания по разработке игр «Фантастик» основана в 2015 году и является резидентом технопарка «Якутия». «Майтона» – одна из ведущих мировых компаний по разработке мобильных игр. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.